В Башкортостане идет активный набор в полк БПЛА. Об этом поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Фадис Султанов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту республики. Фадис Марсович, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы с вами говорим о том, что идет набор в полк БПЛА. Какие условия? Ну, на сегодняшний день, конечно же, мы начнем с того, что требования, они обязательно у нас, все-таки законодательные акты диктуют. Конечно, мы стараемся брать молодых ребят до 40 лет, конечно же, с уклоном образования техническое, чтобы у него было какие-то навыки, возможно, да, там, может, какое-то моделирование у него было, либо какие-то программными обеспечениями он занимался. Это, конечно же, приветствуется. И, конечно же, желательно, допустим, со средним либо высшим образованием. Если же кандидаты подпадают под вот эти критерии, то, конечно, мы уже с ними в дальнейшем начинаем работать, объяснять порядок уже действий. И, конечно, уже в дальнейшем мы их уже назначаем на эти должности, и они уже убывают в места прохождения службы. Но обучение есть какое-то? Да, конечно. Когда они прибывают уже непосредственно в места прохождения службы, с ними проводят инструктора по, так скажем, обучению беспилотным летательным аппаратам. На сегодняшний день технологии развития беспилотных летательных аппаратов, он разноширокий. Конечно, есть и там разведывательные, бомбометательные и так далее. Конечно, смотрят по, так скажем, типажу, да, будущего оператора. Если он склонен, там, скажем, в ночное время, да, работать, там, то есть у него там морально-психологическая устойчивость высокая, и он может ориентироваться, да, там, допустим, ночью, то, конечно, его, допустим, передают в разведывательный взвод. То в дальнейшем он начинает обучаться уже беспилотным летательным аппаратам, которые имеют направленность разведки. Если, допустим, там бомбометательные, то, соответственно, там на бомбометательные. И уже в дальнейшем они уже распределяются, идет обучение там, от 2 недель и выше уже, в зависимости от сложности и других там тонкостей. Вот. Но в целом, конечно же, после обучения они уже направляются в подразделение, и уже в подразделении они уже выполняют все поставленные задачи. Как сейчас осуществляется набор на контрактную службу? Я имею в виду, есть, конечно, режим одного окна, это центр «Защитник» в Черемушках, но, наверное, и в городах и районах тоже идет работа. Да, конечно, во всех, даже, скажем так, муниципальных районах есть, соответственно, военные комиссариаты. Туда активно граждане приходят, задают различные вопросы, там, начиная просто от получения льгот и вообще в целом по вопросу поступления на службу. В каждом военном комиссариате у нас находится инструктор пункта отбора. Он владеет всей уже обстановкой и деталями того, что на сегодняшний день происходит и как нужно, допустим, провести отбор, да, по всем законодательным актам. То в таком случае он, конечно же, уже помогает, объясняет и уже направляет уже с военного комиссариата, когда он там прошел первичный сбор документов, он уже направляется в центр «Защитник», как вы правильно упомянули. И он уже там допроходит все мероприятия, там уже ожидает и уже в дальнейшем убывает к месту прохождения службы. Насколько большой пакет документов нужно собрать? На сегодняшний день у нас вообще стал минимальный пакет документов. Это всего лишь паспорт, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты, ну и, конечно, при наличии это военный билет. Если нету военного билета, как бы в этом ничего страшного нету. После уже, так скажем, подписания контракта военный билет уже выдают военные комиссариаты. И как пройти медосмотр? Медосмотр у нас проходит в центре «Защитник», то есть любой гражданин, прибывший уже с военного комиссариата с первоначальным там сбором документов, он уже проходит там, находится там примерно он максимум 2 суток. То есть все сдают анализы на социально значимые заболевания, проходят там и флюорографию, и ряд других специалистов, и уже заключение, и результаты анализов, заключение врачей, и уже, так скажем, через сутки уже все это готово. Фадис Марсович, насколько я понимаю, в центр «Защитник» приезжают не только жители нашей республики, но и из других регионов. Да, конечно, у нас и ряд есть других регионов, ребята приезжают, допустим, даже есть из Дальнего Востока, там Хабаровский край, Ханты-Мансийск и ряд других регионов. Конечно, они приезжают к нам, соответственно, их встречают, допустим, там с аэропорта, либо там железнодорожного вокзала, вот, либо они там сами приезжают там автостопом, либо там на своих машинах. Конечно же, мы их располагаем. Там у нас есть в центре «Защитники» трехразовое питание, бесплатное проживание, то есть всеми, так скажем, они обеспечены. Конечно же, больше всего их интересует то, что глава Республики Башкортостан у нас расширил перечень социальных льгот и гарантий. Это, так скажем, их привлекает. И, соответственно, они уже отсюда, от нас, уже поступают на военную службу в дальнейшем.
Расскажите, какая поддержка оказывается семьям, близким? Ну, я вам скажу так, что на сегодняшний день выработан весь уже, так скажем, алгоритм, да, по оказанию помощи всем семьям, членам семьи, точнее, военнослужащим, начиная просто от телефонного, так скажем, звонка по вопросу того, что где я могу получить справку, до другого момента, когда уже с администрацией муниципальных образований приезжают уже представители, сотрудники и уже оказывают на месте уже помощь. По вопросу, там, не знаю, элементарно, просто даже там привезти дрова, да, вот там топить баню, вот, и другие льготы и гарантии. Такие бытовые вопросы, да, которые... Да, которые насущные бытовые вопросы, там элементарно даже просто мать, допустим, пожилая бойца, конечно, она там не может доехать до районного центра, конечно, сотрудники администрации муниципальных образований, они выделяют автомобиль и уже, конечно, осуществляют поездку туда и обратно. Владимир Марсович, а если вот при подписании контракта возникают какие-то вопросы, да, например, условно, нет банковской карты, у кого-то есть еще и вопросы с приставами, вот эти организационные моменты решаются на месте или нужно куда-то ехать? Нет, они все решаются на месте в центре защитника. У нас там находятся 3 сотрудника банка, ВТБ, ПСБ и Сбербанк. Они на месте же решают все вопросы касаемо выдачи реквизитов банка, то есть создают, допустим, один, соответственно, лицевой счет, 2 карточки, одну, допустим, бойцу, да, и вторую уже родственникам, либо там жене, супруге. Также у нас в центре защитник находится сотрудник Федеральной службы судебных приставов, то есть на месте также уже могут они обговорить любой вопрос, касаемо, если кредитно-финансовых задолженностей, либо там, допустим, по алиментам какие-то тонкости, то уже на месте все решается и подается уже заявление. Сотрудник это все собирает, обобщает и уже в дальнейшем без лишнего, так скажем, посещения со стороны военнослужащего, да, все решается уже в автоматическом режиме. Ну, причем, если не удалось условно решить за один день, то для тех, кто хочет подписать контракт, для желающих организовано и проживание. Да, конечно. Если, допустим, так скажем, у будущего военнослужащего, как вы сказали, какие-то возникли сложности, да, он может также находиться в центре защитник, проходить все эти, так скажем, параллельные мероприятия и решать вот эти все насущные проблемы. Бывает, конечно, часто это, и в целом все это решается, и люди могут и убыть там чуть позже, в этом ничего страшного нету. Самое главное, все решить эти проблемы, чтобы потом, когда он находится уже в местах прохождения службы, так скажем, эта проблема, она ему не мешала. Если у желающего подписать контракт, есть такое пожелание осуществлять службу, да, поехать на СВО, где уже есть его друзья, брат. Да, мы все равно стараемся это учитывать, и, конечно же, мы учитываем и оперативную боевую обстановку. Если, допустим, есть, так скажем, окошко, да, допустим, военнослужащий хочет попасть к своим там друзьям, то если нету, так скажем, служебных препятствий, да, там, по назначению, то, конечно, мы туда их назначаем. Если же там, к сожалению, допустим, вышестоящее командование, допустим, говорит, что, к сожалению, здесь мы там не можем, нужно вот сюда, то, конечно, мы уже переназначаем в ту часть, где вот необходимо. В целом стараемся, конечно же, учитывать все пожелания, какие-то родственные связи, либо там просто дружеские какие-то связи, конечно, мы стараемся это все делегировать, и потому что мы понимаем, если человек попадает в то подразделение, в котором находится его там родственник, да, даже, или там близкий друг, конечно, ему будет намного легче, потому что все-таки есть моральная поддержка, а если когда 2 близких друга или 2 там родственника, то им легче выполнять все эти боевые задачи. Вот как бы вот так вот. Владимир Марсович, последний вопрос. При этом отпуск всегда подразумевается для военнослужащих, верно понимаю? Да, конечно. Любой военнослужащий, он обеспечивается отпуском. Это 2 недели отпуска. Соответственно, он служит по времени полгода, и тогда уже предоставляется у нас 2-недельный отпуск. Владимир Марсович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как можно подписать контракт, как весь алгоритм этих действий. Давайте еще раз напомним, куда нужно обратиться, может быть, позвонить или куда-то приехать для того, чтобы какие-то вопросы задать и уже подписать. Да, конечно, можно сразу же позвонить в пункт отбора. Номер телефона, в принципе, везде размещен, на всех сайтах и везде, в принципе, на плакатах, баннерах, либо уже непосредственно прийти в военный комиссариат. И там уже встретит инструктор, и уже на месте все вопросы уже решатся. Спасибо.
Это была программа «Интервью». Мы говорили о контрактной службе. Спасибо, что были с нами.